Это очень тяжелая работа – убирать снег с крыш домов. Особенно в этом году, говорят коммунальщики. Зима была снежная, и крыши замело так, что работать практически невозможно. Там больше метра, я залазил, на те дома залазил, сюда, здесь ходил по снегу. Во-первых, он твердо не провалится вообще напрочь. И во-вторых, в этом году чересчур перебор. Сейчас, видите, одна молодежь у меня. Были повзрослей люди, но они вот 2 дома почистили и отказались. Слишком, говорит, тяжело. Домой приходишь, говорит, ну, это самое, руки поднять не можешь. Как это тяжело, видно на этих кадрах, которые сняли для нас уборщики крыш. Молодые крепкие ребята с трудом поднимают лопаты со снегом и скидывают его вниз. Впереди у них еще много работы. Из 38 домов промэкология убрала только 4. Дело это не только тяжелое, но и очень опасное. Поэтому каждого работника обязательно страхует привязанная веревка. А вот другая управляющая компания Ленска, ЛПЖХ, задачу себе облегчила. Снег работники убирают не со всей крыши дома, а только над подъездами. Говорят, 200 домов, которыми они владеют, даже физически очистить невозможно. Опасную зону сказали очистить, где люди ходят, чтобы на голову не упал снег. От такой точечной уборки крыш компании ЛПЖХ в прошлом году пострадали балконы жителей дома номер 2 по улице Таежная. Юлия Никонова сохранила фотографии, где четко видно, балконы жителей сломал упавший с крыши снег. Также были разрушены входы в подвальные помещения. Они не убрали, снег подтаял, намок, стал очень тяжелый, и глыбы льда, практически даже не снега, сходили и разбили балкон. В прошлом году люди восстановили балконы за свой счет, а в этом попросили коммунальщиков почистить крышу не только над подъездами, но и над балконами. Но рабочие отказались делать это бесплатно. Они сказали, мы вам почистим за 5000 над вашим балконом. Но они начали очищать, но мы отказались от оплаты. И так и осталась неочищенная дальше крыша. Директор управляющей компании ЛПЖХ Вадим Жмуренко говорит, что люди сами виноваты. Перестраивать балконы и тем более самовольно делать козырьки они просто не имеют права. А вот управляющая компания имеет право убирать крышу там, где хочет. Одноразовая уборка снега, значит, весенняя, которая предусмотрена, заложена, это именно предусматривается на места прохода, значит, выхода людей, значит, места прохода и в местах безопасного их перемещения, чтобы обеспечить безопасное перемещение. Для этого мы производим очистку. Если бы закалывалась полностью очистка всей кровли, это было очень дорогостоящее занятие. То есть это для людей было бы очень накладно. Это именно вашей управляющей компании расценки ниже, чем других, да? Потому что другие же чистят полностью. Вы знаете, я не знаю, кто там чистит полностью. Я не видел такой еще управляющей компании, которая бы чистила полностью. Ну, промэкология, значит, пускай чистит, значит, у них, видимо, расценки там заложены такие. Получается, что уборка крыш на совести каждой управляющей компании. Ведь в той же промэкологии, например, частичную уборку крыш даже не рассматривают. Ваши рабочие убирают полностью крышу? Обязательно. А как? Наполовину уже не уберешь ее. Потом начнет таять и начнет сползать. Ну а как вы относитесь к тому, что ваши коллеги, другая управляющая компания ЛПЖХ, вот соседние дома убирает только возле подъездов снег с крыши? Ну, я не знаю, я даже объяснить это не могу.